приходим и участвуем в умном голосовании. Раз уж мы начали с вами говорить про Кавказ, мы должны с вами поговорить про Ингушетию, потому что это главное, что происходит сейчас в российской политике. Многим кажется, что это не так, потому что это какая-то фигня, но она же далеко от Москвы, а все значимое, оно же только в Москве происходит. Нет, главное сейчас происходит в республике Ингушетия, потому что там уже не просто противостояние между народом, на самом деле, всем народам, там в крохотной республике, там все население Ингушетии, 500 тысяч человек, митинги по 10 тысяч человек происходят. А там уже противостояние внутри полицейских сил. Значит, еще раз давайте вспомним, что там происходит. Там массовые протесты против того, чтобы часть Ингушетии была передана Чечне, конкретно Рамзану Кадырову. Все понимают, что там есть какой-то финансовый интерес, видимо, нефтяной. И никто не понимает, а почему это у них отняли землю, отдали, не продали, не обменяли, не дали какие-то льготы людям, а просто забрали. И Евкуров, глава Ингушетии, просто заключил договор с Кадыровым, и просто отрезали кусок и отдали. Ну, и все должны с этим смириться. И там происходят массовые протесты, и они уже имеют требования свои чисто оппозиционно-демократические. Честных выборов, прямого голосования, отставки правительства, отставки Евкурова. Ну, то есть это абсолютно нормальный оппозиционный демократический митинг под абсолютно справедливыми требованиями, которые поддерживает вся республика. И то, что происходит в Ингушетии прямо сейчас, это калька на самом деле с того, что происходило в Москве в 2011-2012 году. Я в прошлой программе сказал, говорю, а что-то там не происходит в Ингушетии. Того же самого, вот оно начало происходить. И там совершенно классический обман, который иллюстрирует нам еще раз, что ни одному слову этой власти нельзя верить, особенно когда дело касается митингов и всего остального. В прошлый раз я показывал вам видео, не буду повторять, как там люди скидаются в полицейских стульями и так далее. Полиция ничего не смогла сделать, и людям сказали, ну, ребят, все отлично, вы такие молодцы, давайте вы сейчас разойдетесь, а 5 числа уже без конфликтов и без всего, 5 апреля, мы разрешим вам провести новый большой митинг, прямо вот, прямо очень хорошо договоримся, никакая полиция никого не будет утеснять. Согласны? Ну давайте, как там, по-братски, ну там типа слово даю свое, мужское, братское и так далее. Убедили и, естественно, обманули, потому что как только люди ушли, сразу местная власть сказала, опа, власть Ингушетии не согласовывает, извини, брат, не можем согласовать, вот ты ушел уже, да, все мы не можем согласовать это. Во-первых, они не согласовали, и теперь все те, кто придут на этот митинг 5 апреля, они, значит, окажутся какими-то нарушителями, это первое. А второе, как только люди ушли с площади, сразу по всей Ингушетии поехали, как они это называют сейчас, Уралы без номеров. То есть полицейские, чаще всего без каких-то опознавательных знаков, они посещают квартиры организаторов этих митингов, проводят у них обыски в своеобразной, естественно, манере, и этих людей задерживают, арестовывают. Давайте просто посмотрим, как выглядит такой обыск. Ну, действительно, скорее похоже на военную операцию. Ну, то есть, согласитесь, это выглядит как немного чрезмерная мера по отношению к тем, кто заявлял о проведении митинга. Там же на самом деле задерживают пожилых людей, которые были главными организаторами этого митинга, ну, являются такими духовными вдохновителями, что ли, которые пользуются очень большим авторитетом. Ну, вот, например, арестован на 10 суток Ахмед Барахоев. Ну, давайте посмотрим. Вот он просто на этом митинге, я поискал его видео с митинга, так он там призывает не совершать никаких противоправных действий. Значит, ингушский старейшина, 31 секунда. Вот что он делает, за что его арестовали?
Юнусбек гоп ушанда вой мехка дал ддвой вой чаго бат болш ханзмо да оддвой да могла аз чаго дехр душунга цак противоправно хаммадилыш делриас холшандал ишмудолчик антидышу баркулша. Вот, наверное, сейчас удивились те, кто слушает нашу программу, они смотрят ее, но для них я говорю, что там были субтитры на русском языке, и это старейшина, увидите, реально пожилой человек, они ему влепили 10 какие мерзавцы, да, ну, потом же это же Кавказ все-таки, там, да прям подчеркнуто всегда носится с этим уважением к старшим, оно возведено в абсолютнейший культ, и это действительно замечательная такая кавказская традиция. Тем не менее, эта власть Евкуров испугались настолько, что они сейчас этих пожилых людей ловят, сажают на 10 суток. Но, собственно говоря, митинг, сейчас все говорят, ну, они же кидались там стульями в полицейских. Да, кидались, но они начали кидаться после того, как полицейские начали митинг разгонять силовым путем. Собственно говоря, как выглядит ингушский митинг? Давайте посмотрим 37 секунд. Это совсем не так, как выглядит митинг, например, в Москве. Но вряд ли можно говорить, что это некое агрессивное мероприятие. Ингушский митинг на 37 секунд. Что это такое? Экстремисты, штурмующие здание правительства? Ваххабиты, готовые взорвать там что-то? Да нет, ну сидят там какие-то дедульки приличного вида, разговаривают между собой, пришли, поставили стульчик культурно. Мне очень нравится этот митинг. Люди говорят: Евкуров, ты действуешь неправильно, ты отдал нашу территорию, приди, пожалуйста, объясни нам, почему это произошло, отмени все свои решения. Ну, мы жители этой страны, прожили много лет в этом регионе, они пришли со стульчиками, поставили его и сидят и ждут. Их нужно разогнать. И Евкуров, оправдывая свои действия по арестам этих людей, по разгону митинга, он, значит, говорит: ну, а вот в Чечне вообще расстреляли бы здесь. Был бы я Рамзаном Кадыровым, я бы вообще расстрелял 10 тысяч человек, поэтому радуйтесь, то, что я не расстрелял. Если вы думаете, что я преувеличиваю, нет, сейчас я вам подскажу Евкурова на 36 секунд, там тоже будут русские субтитры, послушайте, что он говорит. Это разговоры. Но вы делаете сам полсу. Рамзан не может возможность лари. Я говорю, там я 5 тысяч, 10 тысяч, 2 тысячи боли, шел для Бога говорит бы раз. У меня нет таких возможностей. Да. 35 тысяч человек нас смотрят в прямом эфире, и самое главное, самое важное, что сейчас происходит в Ингушетии, это противостояние уже между полицейскими. Там произошло такая сверхординарная вещь. Вы же знаете, там в Москве очень любят кричать, там полиция с народом. Она, конечно, ни хрена никогда не с народом. Эти люди, они могут сочувствовать там кому-то, когда тебя в автозак заволокут, тебе скажут обязательно: ну, типа, Алексей, ну, конечно, там за тебя, но ты ж понимаешь, как все устроено, поэтому мы за тебя, ну, сейчас тебя отвезем в суд, а потом тебя отвезем в камеру, а потом сколько, нужно, раз еще задержим. Там, в общем-то, массово впервые в российской истории не просто полицейские отказались выполнять незаконный приказ. То есть они как раз действовали по закону, потому что полицейский не имеет права выполнять незаконный приказ. Они не просто отказались, они вышли, это целое подразделение ППС, вышли и заслонили с собой митингующих, на которых вот сейчас должен быть какой-то разгонять сотрудники полиции, специально приехавшие из других регионов. Давайте посмотрим, как это выглядело.
Вы видите во время видео такие торжественные надписи. Это не я их, конечно, сделал. Это местные телеграм-каналы размещают и умудряются размещать эти новости, несмотря на то, что в Ингушетии вырубают интернет. Но, в общем-то, я с этими надписями вполне солидарен. И я считаю, что эти сотрудники полиции, они довольно героически выступили. Их, конечно, нужно поддержать, но они самые настоящие герои. Ну, они просто поступили разумно. Сидят наши отцы и деды на площади на стульчиках, выдвигают вполне законные требования. Приезжает прикомандированный ОМОН из других регионов и разгоняет этих дедов. А это, прямо скажем, ну, так быть не должно. Это незаконные действия. Местная полиция совершенно правильно выступила на этой стороне. И там еще есть развитие событий. Вот это прикомандированная Росгвардия и так далее, они приезжают. Но, конечно, наверное, многие из них сейчас смотрят меня. Я думаю, что они в Ингушетии находятся. Многие вообще смотрят, и они скажут: ну ты что, на нас, Навальный, наезжаешь? Меня из Ростова или откуда-нибудь с Краснодара погрузили и привезли. Ну, конечно, погрузили и привезли, да, но не надо выполнять преступный приказ. Ну, хорошо, а завтра погрузили тебя из Ростова, привезли, сказали: ну, стреляй в этих дедов. Ну что, нужно стрелять? Скажи: а я выполнял приказ. А потом скажут, что давайте их расстреляем и съедим. Или, не знаю, здесь всех изнасилуем, или убьем. Тоже нужно выполнять этот приказ. Для чего нужно выполнять этот приказ? Для того, чтобы Кадыров и Евкуров заработали еще больше денег? Да нет, не нужно. Поэтому не нужно исполнять преступные приказы. Понятно, что, ну, как бы страшно, как ты его не исполнишь. Но вот эти же полицейские ингушские отказались это делать. Рапорт, который ходит по интернету, я посмотрел его в разных местах. И несмотря на то, что МВД по Ингушетии заявило, что, значит, это все не соответствует действительности, я поговорил с разными людьми, там посмотрел на специальных пабликах, я абсолютно убежден в его реальности. Давайте посмотрим этот рапорт. Там написана такая вещь, что один из местных полицейских пишет рапорт своему начальнику и говорит, что я отказался выполнять ваш приказ по размещению прикомандированных сотрудников, потому что не хочу размещать собак. Это, знаете ли, ну, то есть, это не массово происходит, конечно, в Ингушетии, они же все равно там разместили всех, а этих уволили, но, тем не менее, сотрудники полиции, ну, прямо скажем так, неодобрительно, как минимум, отзываются о своих коллегах, которые приезжают в другом регионе, и я думаю, что, конечно, приехавшим оттуда из Ростова, Краснодара, я не знаю, Москвы, откуда там везут ОМОН, довольно неприятно, что их коллеги из Ингушетии называют их там собаками, потому что те просто выполняют приказ, но это вообще повод задуматься всем сотрудникам правоохранительных органов, нахрена они там работают, для чего и чьи интересы в конце концов защищают. Ну вот то, что происходит сейчас, аресты каких-то пожилых людей, старейшин, религиозных деятелей, разгоны, обещали митинг, обманули с митингом. Это кому нужно? Это что, в интересах народа? Ну, если постоянно так пожимать плечами и говорить: ну, мы просто выполняем приказ, ну, так ничего хорошего у нас никогда не будет. Поэтому я полностью поддерживаю тех людей, которые сейчас выступают в Ингушетии абсолютно за правду, и считаю, что местные власти во главе с Евкуром ведут себя просто омерзительно и позорят ингушскую нацию. Я вижу, что